Общественники и экологи бьют тем временем тревогу. Металлолом на берегу реки Лены вновь грозит окружающей природе. В прошлом году в акватории речного порта Якутск произошел разлив больше 100 кубометров нефти из заброшенного судна. Судоходную компанию «Якутск», которой принадлежит транспорт, обязали устранить последствия. Однако проблема на этом не решена, считают общественники. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Ровно год назад в районе речного порта столицы общественники обнаружили черное пятно. Больше 100 кубов нефтепродуктов оказались в почве и в воде. Утечка произошла из списанного судна, которое на тот момент распиливали для утилизации. Однако не учли, что в старом нефтесборщике все еще оставалось приличное количество нефти. Нужно сказать, что действительно урон был серьезный. По первоначальным подсчетам, более 15 миллионов рублей ущерб сейчас выставили. Обострила ситуацию весеннее половодье. В воде оказались загрязненные участки берега, а с ней и нефть. Больше всех ощутили на себе влияние нефтяного пятна жители прибрежной зоны. Заморала этой отработкой землю. Люди не садили огороды, потому что, сами понимаете, дышать было нечем все лето, когда жара и растворяется, и запах, в общем-то, конкретный. Возбудили уголовное дело. Материалы сейчас находятся в транспортной прокуратуре. Судоходную компанию «Якутск», которой принадлежало судно, обязали очистить акваторию. Работы, как нам сообщил представитель компании, провели. Вывезли песок, очистили берег. Мотиватором послужило предписание. Произошел разлив, точнее у нас или нет. Получается, компания не полностью признает все равно. Предписание есть у нас, мы выполняем. Только говорить о том, что виновата только судоходная компания, мы привлекались к административной ответственности, то, что наши там были замечания. Но это пока всего один пример, который заставил всех приглядеться к более глобальной проблеме. Как мы видим, вся береговая линия здесь усыпана останками старых судов. Везде груды металла. И весь этот мусор может вместе с большой водой весной попасть в реку. И стоит отметить, что чуть ниже по течению, совсем недалеко от этого места, находится водозабор, откуда вода поступает в квартиры горожан. Как оказалось, желающие забрать металл с берега есть, а значит и очистить территорию от опасного мусора можно. Предприниматель Андрей Бессуднов занимается этим уже не первый год. Однако на этом участке возникли проблемы. У заброшенных судов нет хозяев. Не договор заключить. Допустим, судоходная компания тоже не может договор заключить на утилизацию, потому что это не их суда. И установить их невозможно. Также может, допустим, я начну этот корабль резать, появится собственник. Обратиться в прокуратуру транспортную и скажет: о, дружище, а ты что тут режешь мой кораблик? В прошлом году предприниматель вывез порядка 100 тонн металла. Но это лишь самая малая часть всего железа, которое лежит на берегу реки. Еще тысячи тонн ржавого мусора каждую весну будут грозить экологии главной водной артерии республики. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск.